Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Давайте посмотрим, какое решение он принял. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, представьте его улыбку, его глаза. Задайте ему мысленно либо вслух свой вопрос. Так и спросите, какое решение ты принял по поводу меня, тебя и наших отношений. И пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Крест, X, коса. Что происходит? Мои хорошие, смотрите, эта отсыпка подойдет тем, кто находится либо в любовном треугольнике, да, кто-то из вас не свободен, там, мужчина, например, не свободен, либо вы не свободны, либо есть какая-то очень серьезная помеха на то, чтобы вы были вместе. Ну, допустим, серьезная помеха, вы живете друг от друга далеко, в разных городах, в разных странах, у мужчины работа, либо у вас работа. Возможно, даже как семьи против, да, либо какие-то другие там культурные, религиозные причины есть. Если у вас все хорошо, вы общаетесь, встречаетесь и просто хотите узнать, что будет дальше, это не ваша отсыпка. Здесь именно по кресту, по иксу и по косе есть серьезные преграды на то, чтобы вы были вместе. Вот точно кто-то не свободен, либо эти отношения, они на расстоянии, либо под запретом находятся. Вот. Если это не ваша история, не тратьте время, переходите на другие видео, ищите свою информацию, и пусть вам откроется. Если же у вас действительно ситуация треугольника, либо есть серьезные помехи, осложнения на то, чтобы быть вместе, это ваш вариант. Это отсыпочка про вас. Мужчина. Вы знаете, мужчина до того, как встретил вас, жил свою лучшую жизнь. Ну, так ему казалось. Жизнь была размеренной, спокойной, понятной. Как-то все, знаете, как по течению плыл, да, у него в жизни было так. И тут появились вы, как гром среди ясного неба. Земля буквально загорелась под ногами, и сердце он просто потерял свое. И голову, кстати, тоже потерял. Вот мне почему-то кажется, что он не свободен. Хотя, может быть, и вы не свободны. Просто влюбился как мальчишка. Он даже не представлял, что такое может быть у него, либо в его возрасте, либо в его жизни. Очень сильно вы его наполняете. Вы очень ресурсная женщина, и вы его действительно наполняете. Неважно, словом, взглядом, прикосновением вы его наполняете. Так он ни от кого не наполнялся. Когда он рядом с вами, он чувствует себя таким сильным, таким молодым. Вот я все могу, я супермен. Вот когда вы рядом с ним. Когда вас нет, он себя стал ощущать, как будто бы он маленький мальчик, который потерялся в огромном, страшном, черном, темном лесу. Понимаете, вот ночью. Вот ему так страшно. Страшно, что вы никогда больше не появитесь. Страшно, что он никогда вас больше не увидит, не услышит ваш голос, не увидит ваше лицо. Что вы навсегда исчезнете из его жизни. Это его так сейчас пугает, что у него прям поджилки трястись начинаются. Даже какие-то панические атаки происходят. Тремор идет у него, когда он об этом думает. И еще мне кажется, что у кого-то, не у всех, но у кого-то отыграется, что у мужчины сейчас такие тревожные пограничные сны, когда ему кажется, что он вас там найти не может, что вы ускользаете, что вы с каким-то другим мужчиной. Вот, его просто это раздирает на части. Он даже, возможно, спать боится, да, потому что сны такие ужасные снятся. Просыпается, как будто бы он там, не знаю, ночью вагон разгружал, себя больным чувствует. Много страхов, много страхов. С одной стороны,
Он доволен был своей жизнью, да, он считал, что вот моя жизнь случилась, сложилась, да, в принципе, что мне еще желать, у меня как бы все есть в стандартах, рамках общественности, я вообще классный, успешный, многие завидуют, но когда случилась любовь с вами, либо любовь к вам, вот тогда он понял, что он не жил, а просто существовал, что его текущая жизнь – это как какая-то неудачная пародия на жизнь полноценного человека. Если мы рассмотрим вашу сторону, то вы почему-то видите в нем крест и хотите поставить X. Ну, то есть я так понимаю, что вы тоже какую-то боль испытали с ним. Боль, что вот невозможно быть вместе. Боль, что либо я стану причиной того, что он разведется, либо я стану причиной того, что вот мой, например, муж, если он у вас есть, либо дети будут страдать, там, переживать. То есть как нельзя, да, нельзя любить, нельзя, ну, как отдаться этому счастью, и вы как сильный человек решили все это прекратить. Вы не хотите быть и причиной чьих-то бед, и также не хотите нести, ну не то чтобы ответственность, скорее всего, брать на себя это все, да, не хотите. Возможно, у вас какие-то другие моральные устои, опять же, воспитание. Может быть, вы такое не одобряете, но вот если случилась любовь, если случились чувства, вы считаете, что вы должны взять себя в руки и вот как отказаться от него, да, ну типа это к лучшему. А у кого-то отыграется вас не устраивает то, как мужчина себя ведет, ну, либо его какая-то нерешительность, то, что он топчется на земле, вроде он и вас не отпускает, и ничего не делает для того, чтобы вы были вместе. И вы такая, вот я трачу время, зачем это все? Да, я его люблю, либо он мне очень нравится, но как бы я не вижу смысла, зачем продолжать. Лучше это все закончить. То есть у вас какая-то либо усталость, либо претензии к мужчине, либо вы вообще не хотите, чтобы кто-то страдал. Да? Вот вы стрелку даже вниз показали. Скорее всего, вы такая, ну, типа, если он ничего делать не будет, значит, как бы мы расходимся, я ставлю точку. Типа, не хочу нести на себе этот крест. Ну, у вас переживаний тоже не меньше, чем у него. Только у него это страхи, страх, что он вас потеряет. Ой, видите, я уже нервничать начинаю. А у вас наоборот, вы не хотите становиться причиной чьей-то боли, либо ну, вот какого-то нехорошего события, не хотите быть причиной. Но опять же, мужчина вам не транслирует все то, что он чувствует, и все то, о чем он думает. Если бы вы могли как бы заглянуть к нему в голову, конечно, бы все было уже по-другому. Вы бы решение 100% приняли. Вам кажется, что он морочит вам голову, и это какая-то резинка, и он то пропадает, то появляется, и сам не живет, и вам вроде как жить не дает. То есть если бы не было этих всех повторений, возвращений, то, скорее всего, вы бы жили дальше, там, с кем-то знакомились, общались, ну, либо оставались в кругу своей семьи. Вот. А поскольку он ходит и беспокоит вас, и я вижу, что у вас к нему тоже ведь страсть очень большая, вам с ним действительно очень хорошо, либо только с ним вам действительно хорошо. Вот. То есть какая-то страсть, и вы можете быть с ним сама собой. Вы можете с ним чувствовать себя свободной. Да, даже если вы замужем, у вас есть муж, и даже если муж очень хороший, но он вам не дает этих эмоций, и с ним совершенно не то. То есть вы понимаете, что тут я как бы скована, тут мне не развернуться, а вот с этим мужчиной у меня прям совершенно другие ощущения. Мне вообще идет, что между вами вот действительно как-то все по страстям вспыхнуло. Ну, у мужчины прям 100%, а у вас где-то процентов там на 70 мне идет страсти. Но страсти, как бы, опять же, на пустом месте не рождаются. Что-то глубинное есть, что открывалось очень медленно. Еще мне кажется, что вы из-за этого мужчины плакали. Причем, возможно, много плакали, долго плакали. Как, знаете, не могли себя в руки взять. Прям так обидно и больно вам было. Не могу понять, в чем обида. Но боль приблизительно понятна, а обида непонятна. Мужчина, конечно, тут во многом виноват.
Но если взять эту ситуацию треугольник, когда допустить, что это треугольник, то здесь все-таки мужчина виноват. Мужчина и его нерешительность. Слишком много страхов, слишком много комплексов и какое-то вот это ужасное желание усидеть на двух стульях. Да? Я не хочу быть плохим, я хочу быть хорошим, но я хочу быть счастливым, я не хочу быть несчастным. Но как бы это все друг другу противоречит. Да? То есть если ты хочешь быть счастливым и любимым, любящим, то тогда нужно идти на разрыв. Если ты хочешь быть хорошим, но тогда живи без любви. Да? Вот как бы одно другому противоречит. А он как бы хочет на двух стульях усидеть. И вас он отпускать не хочет, потому что вы его счастливым делаете, ресурсом наполняете. Ну и в то же время для всех он хочет быть таким порядочным, хорошим мужчиной. Да? Вот как-то так у него хитренько все идет. От всей этой ситуации ключ в его руках. Вот он, ключ вышел. У вас часики песочные, видите, вот они, а у него ключ. Он должен все это решить, либо он это все прекращает, либо он идет на разрыв и делает и себя, и вас счастливыми. Ну а вы, получается, только можете ждать, либо должны ждать, да, пока этот мужчина определится. На самом деле сложная ситуация. Хочу взять карты. Просто мне непонятно, раз у него есть ключ, почему он не пользуется этим ключом. И почему вы должны ждать. Почему вы должны ждать, да? Ведь вы ему ничем не обязаны, правильно? То есть вы свободная женщина и можете выбирать свой путь. Давайте посмотрим, почему вы должны ждать. Почему такое условие есть, что вы должны ждать. Почему не вы решаете? Почему вы должны ждать? Но у вас явно связь, возможно, связь из прошлых жизней даже идет. Кармически вы друг другу. Вы чувствуете, что этот мужчина, он не просто так в вашей жизни появился. Вы тоже понимаете, что вот с ним вы как будто бы другую жизнь можете прожить. Полную, наполненную, да, вот жизнь, полную счастья и любви. Именно с этим мужчиной могут исполниться все ваши мечты и все ваши желания. Как-то он тоже на вас положительно влияет. Скорее всего, опять же, кармическая связь, судьбоносная связь. Может быть, вы из прошлых воплощений как-то не закрыли, да, свои моменты. Может быть, в прошлом вы выбирали, да, в прошлой жизни вы выбирали, а в этой жизни выбирает он. Почему-то мне идет, что вы кармические. Давайте посмотрим, почему у него ключ. Почему именно у него ключ, и он им не пользуется. Почему у него ключ. Ну вот я же сказала, что у него ключ, да, даже здесь ключ выходит. Ну и здесь тоже, да, вот поняла, это кармические отношения, как я вам сказала, что, скорее всего, в прошлой жизни вы тоже были вместе, либо наоборот, вы не были вместе, потому что вы его, например, не выбрали, да, а в этой жизни его очередь выбирать. Именно, да, у него ключ и ключ от счастья вместе с вами. То есть судьба дает возможность быть любимым и счастливым только лишь с одним конкретным человеком, да? Только лишь с одной конкретной душой. Вы его душа, а он ваша душа. Что ему нужно сделать? Ну вот, как я сказала, да, у него такая вот прям размеренная, спокойная была жизнь. Чтобы этим ключом воспользоваться, ему нужно в горы уйти, либо горы перейти. То есть взять на себя всю эту тяжесть ответственности. Знаете, вот мне все-таки кажется, что это он не свободен, а вы, наоборот, свободны. Ну, либо для вас это не проблема, если вы не свободны. Треугольник, четырехугольник, и у мужчины явно кто-то есть. То есть он должен поставить на кон текущую спокойную жизнь, уйти в горы, взять на себя все эти проблемы, решение всех этих проблем, воспользоваться ключом и подарить вам двоим вот эту прекрасную, счастливую жизнь. Вот, исполнить ваши мечты. Ну, как дорога в новую жизнь. И именно он может открыть этот замок, который висит и не дает вам туда пойти.
кармические, вы друг другу кармические. Вы понимаете, здесь уже речь идет о том, что вот абсолютное счастье, оно возможно только лишь для вас двоих. То есть ни вы, ни он с каким-то другим человеком такого счастья не познаете при жизни. То есть либо вы вместе становитесь самыми счастливыми, либо проживаете свои жизни, ну, как есть, да, как есть, со своими проблемами, трудностями и неудовлетворенностью. Потому что вот и он был неудовлетворен в своей семейной жизни, и вы не могли удовлетворить свои потребности с другими мужчинами. И это не только про интим, это и про душу, и про сердце, и про магнетизм. Ну вот много ведь мужчин у вас было, разные были, вернее, мужчины. Вы же понимали, что не то, да, не лежит душа, не лежит сердце. Мужчины, которые как брали, но не давали. Вот. Либо мужчины, которые в какой-то момент вам становились такими приторными, надоедливыми, что вы бежали от них куда подальше. Вот. А с этим мужчиной все по-другому. Давайте посмотрим, как у вас там все сложится, да? Потому что там действительно какие-то горы. Как у вас все с ним сложится? Не просто у вас тут все сложится. Сейчас скажу почему. Потому что вы устали, вы не хотите ждать, вы не хотите, чтобы вас выбирали, вас это все не устраивает. Мне вот кажется, что вы ему что-то написали и, скорее всего, его заблокировали. Да, возможно, сейчас между вами общения нет. Либо вы как-то тайно друг за другом подсматриваете. Для вас это как бы конец, точка. Мужчина в панике, в истерике. То, что вы ему сказали, либо написали, то, что вы его заблокировали, прям боль ему причинила. Боль. Вообще мне идет, что вы как обиженные друг на друга, и вы вдвоем считаете, что все закончилось. Ему сложно принять то, что вы такая были с ним злая, жестокая, что сделали ему больно, что вы действительно, знаете, как разлюбили его. Скорее всего, из-за этого у него бессонница. Но карты говорят, что у вас еще есть шанс на счастье, на стабильность и на то, что ваши мечты, надежды с этим человеком реализуются. Я скажу так, не сейчас, но через время, карта Сад, у вас встреча будет. Причем встреча, которая все решит. Встреча, которая по судьбе вам идет, как сама судьба вам встречу устроит. Сейчас вы не общаетесь. Мне идет, что это именно вы его блоканули везде, вы отказались. Потому что вы просто психанули, устали его ждать. Устали терпеть его эту неосознанность, да, желание усидеть на двух стульях, невозможность решить здесь и сейчас, да, что, это сложно, просто бери и решай. Хочешь быть счастливым, любишь, так давай, решай. Что это такое, голову морочить. Скорее всего, ему нужно пройти этот опыт, а дальше судьба устроит вам встречу, на которой все решится. Но я вижу, что вы в общем доме. У вас дом, дом как семья, как пара вы. И это уже другой уровень отношений. Это не тайная любовь, это не отношения в любовном треугольнике. Возможно, даже к тому моменту, когда вы с ним встретитесь, у него тоже что-то поменяется, да? Сейчас еще один момент хочу посмотреть. Вам хочется все стереть, что с ним связано. Ни в какие встречи вы не верите и не хотите. К мужчине достаточно холодно настроены. Конечно, тут и крест, и икс. Но как бы вы себя не обманывали, все равно вы любовь к нему чувствуете. Не можете стереть его из своей памяти, не можете. И надежда, как ни крути, и любовь до сих пор в вашем сердце есть. Есть. И бывают дни, когда прям находит на вас эта ностальгия, тоска. И в такие дни вам очень больно становится, и вы, скорее всего, можете поплакать. А сколько вам нужно ждать? Давайте посмотрим, сколько нужно ждать
встречу. Опять мне какие-то... Он вам то ли пишет, то ли что. Одни и те же карты идут. Мне кажется, что он вам куда-то пишет. В надежде, что вы когда-нибудь это все прочитаете. Пишет, да, он вам пишет, надеется. Под конец этого года у вас что-то с ним будет. Под конец этого года, во-первых, вы очень сильно изменитесь. И это станет решающим фактором. Я вам говорю, он за вами подсматривает. Вы этого не знаете, не ощущаете, но он за вами подсматривает. Он очень многое о вас знает. Каким-то тайным образом где-то вот в тучах прячется, за вами подсматривает. Как охраняет, что ли, вас. Ну да, подсматривает. Мои хорошие, под конец года вы вообще очень сильно поменяетесь, вы очень сильно преобразитесь. Ну, здесь как из яйца вылупитесь, понимаете? Либо вы как в состоянии бутона сейчас находитесь, вы расцветете. Он об этом узнает, и в этот момент в его жизни тоже будут происходить какие-то моменты, которые, вот знаете, вне зависимости от его решений будут менять его жизнь. Может быть, я не знаю, жена у него загуляет, либо еще что-то произойдет, да, ну, это жизнь, что угодно может случиться. Вы очень сильно меняетесь, и судьба устроит вам встречу, на которой все между вами решится. То есть до последнего мужчина будет, вот как, знаете, в подвешенном состоянии, и вы уже для себя крест поставили, а он в подвешенном состоянии, он не может до вас достучаться, потому что вы его везде заблокировали. Но когда он узнает, что вы очень изменились, когда он вас увидит, вот тогда все и решится. Действительно решится. Но там карты показали, что у вас есть возможность, либо есть шанс на то, что вы будете вместе и будете семьей. Ну, в одном доме точно будете проживать. Сейчас кажется это невозможно, кажется нереально. Кажется, что все уже потеряно, ни единого шанса. На самом деле, как бы тут 50 на 50. Нет, тут даже больше, чем 50 на 50. Тут вот встреча, да, должна произойти встреча. В момент встречи буквально там уже все как бы случится, определится и будет как будет. Не вы решаете, мужчина решает на самом деле. Ну, это как бы не очень красиво звучит, либо вам, может быть, не совсем хочется это принимать, но все-таки решает мужчина, ключ с его стороны. И это кармические отношения. Встреча у вас точно будет, сама судьба вам встречу устроит. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.